Спасибо, Виктория, что ты согласилась на откровенный разговор. Привет, Виктория. Здравствуйте. Итак, первый наш вопрос. Вот как тебе пришло понимание, что ты отличаешься от других девушек? Ну, я бы не сказала, что я прям отличаюсь, но вообще для меня все это стало интересным где-то в шестом, по-моему, в шестом-седьмом классе, где-то так. И так уж подвернулось, что в моей школе училась еще одна такая девушка. Ну и все это завязалось, интересы и так далее, начали общаться. И вот где-то в это время я примерно начала все осознавать, понимать. Ну, то, что прям отличаюсь, я бы так не сказала. Нет, в плане интересов. Ну, вот то, что вот вместо традиционного интереса к парню, вот интерес к девушке. Ну, вот где-то в шестом-седьмом классе, это сколько мне, 13-14 лет было, где-то так. Конечно, у меня был до этого интерес, ну, даже не то, что это я сама-то хотела. Все же вокруг всегда говорят, типа, ну, там вот замуж выйдешь, парня найдешь. Вот с самого детства так вот было. И то есть у меня была установка, ну, что так и должно быть. То есть и в школе там тоже какое-то время думала, типа, вот, парни, наверное, да, парни. Потом вот в шестом-седьмом классе вот уже начала как-то думать, что, типа, да ну, в принципе, мне это не интересно. Потом узнала, что можно так, типа, оказывается, есть такие отношения, и все, пошло-поехало. Чисто из интереса. К парням не испытываешь симпатии, там, влечения? Ну, то есть как в плане отношений, В плане, в интимном плане. В плане, ну, интимного влечения. Ну, как бы я могу испытать человеку как, ну, симпатию, как к человеку, типа, хороший человек, да, там, молодец, не знаю, и так далее. Умный борец, еще что-нибудь. Но, так, вот, да. Но именно как в плане отношений или что-то еще, нет. Такого увлечения у меня нет. А как отнеслись твои родные и вот ближайшее твое окружение? Ну, самыми первыми, вот в шестом-седьмом классе узнали, естественно, мои подруги, ну, одноклассница. У меня была там, ну, была лучшая подруга, мы с ней все время вместе ходили. Первая она узнала, но и потом, соответственно, весь класс. Но все отнеслись очень хорошо. То есть никто меня не осуждал, не говорил, типа, фу. Ну, могли, конечно, там просто посмеяться над этим. Но ничего серьезного из этого такого не выходило. То есть все были супер френдли, все такие, типа, молодец, окей, ничего такого. Потом я начала думать о том, чтобы сказать об этом маме. Но это было мега неправильно. Я пришла и сказала не то, что вот, мам, мне нравятся девочки. Я сказала, почему-то я сказала, мам, я хочу стать мальчиком. Это было очень странно, типа одно другого вообще-то два разных желания и понятия. И помню, мама уже, естественно, очень сильно расстроилась, начала плакать. И с этого момента у нас отношения пошли не очень. То есть мы перестали сильно друг с другом разговаривать. Как-то я пыталась все время ее избегать и так далее. И так было... То есть она уже знала, что вот... Ну, то есть я ей сказала, и она начала понимать, что вот мне нравятся девушки. Она этого не воспринимала очень долго, до моих, не знаю, 18 практически. Получается, я ей сказала, сколько, в 14, и вот до 18 мы толком особо сильно не общались. Ей потребовалось 4 года, чтобы прийти к тому, чтобы, как сказать, смириться, принять, как-то стараться не осуждать. Но она сейчас осуждает и наводит меня на то, что вот, надо парня, надо мужа, детей, но уже не так как бы агрессивно и не так часто старается все это говорить, поднимать эти темы. Ну, общество еще до сих пор не привыкло, да, к этому, о том, что какой-то, когда отец бьет ребенка, да, какое-то вот воздействие со стороны, извне, из общества, и вот это приводит к смене традиционных понятий. Можешь ли ты вот отметить, что вот именно была какая-то ключевая психологическая точка вот этой перемены? Ну да, она была, но сейчас, подождите, это было до или после? Нет, это было после. То есть я себя уже приняла, и потом случилась такая ситуация, что меня попытались изнасиловать.
Но Мгм. не знаю, повлияло это как-то или нет. Возможно, просто в какое-то время я очень сильно ограничивала круг своего общения. Вообще с парнями старалась вот на вытянутой руке, не ближе. Ну, потом, со временем, я долго об этом никому не рассказывала. И только вот в 19 решила. Это было, получается, мне сколько? 13? О, ребенок совсем. 13-14 лет, где-то так. И попытка была не один раз. И Ужас. вот об этом всем я смогла рассказать маме только вот к 19. Естественно, ну, там начались разборки и так далее, но вот, то есть, когда я приняла всю эту проблему уже и так далее, ну, сама через это проходила, потому что ни с кем не делилась, я уже стала людей, ну, именно парней ближе к себе подпускать, ну, там, больше с ними общаться и так далее, но именно чтобы это сделало меня тем, кем я есть сейчас, являюсь сейчас, это нет, такого нет. Ясно. У тебя сейчас есть пара? Да. Ага. Вот когда ты с ней начала встречаться, ну, вы познакомились, что ты в первую очередь обратила на нее внимание? Ты не знаю особо так. Ну, У мужчин, допустим, они смотрят на задницу, да? А в твоем, что тебе обычно в женщине привлекает? Как бы мы были изначально, ну, как бы знакомы, заочно там, через друзей были знакомы, но сами так не общались именно. То есть даже первое время она мне не нравилась. То есть на тот момент у меня была девушка, и ей нравилась она, короче, ну там вообще такой, короче, какие-то треугольники, квадраты, короче. Вот. И потом, через несколько лет, ну, не то, что прям лет, ну да, через некоторое время, после того, как мы расстались, проходит время, и мы встречаемся с моей девушкой, ну, как в кругу друзей, начинаем общаться, знакомиться более-менее нормально, и вот уже тогда она мне начала нравиться. Ну, то есть после общения с ней. Так. А вы мечтаете о своей семье, о создании семьи, ячейки семьи? Ну, дети, внуки? Не знаю, но насчет детей, думаю, да. Ну, не сейчас, когда там встану на ноги, там будет какая-то квартира хотя бы. Ну, а так, да, думаю, насчет детей, да, вполне. Ну, вот что именно надо пожениться, это, ну, такое. Без штампа в паспорте? Да, без штампа в паспорте. Хорошо. Так, ну, раз у нас такой откровенный разговор, да, у тебя первый секс был с мужчиной? Нет. С девушкой, да? Хорошо. Так, кем вы сейчас работаете? Я сейчас на данный момент работаю курьером. Не мешает, ну, все равно ваше окружение, наверное, знает, да? И не мешает вот это в вашей работе? Вообще никогда такого не было, чтобы это мешало работе. Было одно место, где я работала, ну, не стану его упоминать, и я понимала, что там работают люди, которые, возможно, этого не примут. И, соответственно, я этот вопрос вообще не поднимала. Ну, то есть я сказала нескольким людям, которые, ну, я понимала, что они, в принципе, к этому отнесутся нормально. Но некоторым людям я так этого и не сказала. То есть если они до этого как бы сами догадались, то окей, ну, значит, все нормально. Если же нет, ну, то нет. Ну, чтоб мешало, нет, такого не было. Хорошо. Вы, когда встречаете парня или девушку, вот отличаете, точнее, ты отличаешь их, вот понятно ли сразу становится, что вот он нетрадиционной ориентации? Не всегда, ну да, бывает. Бывает, понятно. И я вот долго искала нашего гостя и гостью, да, и все мне говорят, что вот нетрадиционных ориентаций в Якутске очень много. Очень много. Да? Да. И мне сказали, есть семейные пары. Есть. Ага. И главное, никто не хочет встречаться на интервью. Я вот подумала, может, не так много их? Все очень скрытные. Очень-очень скрытные. Ну, это Якутск, это большая деревня. Все друг друга знают через пятое колено, и поэтому большинство очень скрытные. И правда, есть семейные пары, и тоже, естественно, и не придут, не будут об этом рассказывать. То есть муж и жена, они, получается... Есть те, кто живут для детей, например. Ну, и бывало такое, что лично была такая ситуация, ну, знала такую ситуацию, что человек...
Жена. Жена, Мгм. девушка, ну, замужем. И говорила, что была все время, пока мы там вместе тусовались. Мгм. Потом она переспала там с девушкой, и потом ее об этом узнал муж. Мгм. И все равно почему-то осталось так, как будто... Ничего не было. Да, ничего не было, и типа была. А, То есть вот этого вообще не было, типа. Ага. А по-твоему, это нормально, когда жена изменяет или муж изменяет? Ну, Нет. ведут тайный образ жизни. Так. Как вы вносите пикантность в вашу сексуальную жизнь? Ну, у нас есть отличный секс-шоп. Ну, отличный секс-шоп. Я бы не сказала бы. Ну ладно. Для тебя главные семейные ценности какие? Думаю, честность. Мгм. Так, что еще? Ну, самое главное, честность. Ну да, по идее, больше ничего такого нет. В вашей паре у вас все либерально. Ну да, мне кажется, во многих парах всегда так, нет? Хорошо, теперь про сексуальную жизнь. В отношениях ты доминирующая или пассивная? Такого тоже нет. Так, ну и осталось 2 вопроса, завершаем. Как живется нетрадиционным ориентациям людям в Якутске, ну и вообще в Якутии? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, вот почему-то, ну, мне кажется, так везде. В большинстве случаев геям всегда тяжелее. Потому что их, ну, вот такое устоявшееся, что вот лесбиянки это круто, а вот геи это уже, ну, не, типа, это уже не то. Их постоянно, их больше травят, чем лесбиянок. Их могут просто напросто избить. Меня вот так вот насмерть забили одного друга. Ой, ужас. Ну, они как бы узнали, что парень гей, и просто забили его до смерти. Это в городе? Да, у нас в городе. Но вообще в целом, если и тех брать, то это, ну, сложно все равно. Большинство все равно боится там признаться там родственников и так далее. Осуждение и так далее. Ну, это сложно. Не было желания переехать? Переехать? Ну, я вот переезжаю весной в этом году. Ну, мы переезжаем. А куда вы? В Новосибирск. Уже есть место работы или просто рванете? Просто. Ну, на машине просто уедем. О, круто. Пробовать. Мы желаем вам отлично доехать, ну и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо.